Главная задача, обозначена главой перед правительством, это своевременное и эффективное выполнение мероприятий национальных проектов. Владимир Сластянин вступил в должность председателя правительства Ингушетии. 73-е заседание Народного собрания в выпуске. Не ждем у моря погоды, действуем. В медучреждениях принимаются меры безопасности по недопущению коронавируса. Расскажем о том, как поддерживают малообеспеченные слои населения. Сегодня помогли семьям Тумгоевых и Килоевых. Проверка, на учебной площадке по первоначальным навыкам управления и потом уже экзамен в реальных дорожных условиях. В силу вступили новые правила для автолюбителей. Подробности в нашем выпуске. Мы будем обучать детей от 5 и старше лет. Есть у нас профессиональные хореографы, которые ставят красивые танцы, не только наши ингушские, но и грузинские, кабардинские. В Магасе открылась новая студия народных танцев «Ритмы гор». Здравствуйте, это новости 24. Сегодня Владимир Сластянин официально вступил в должность председателя правительства Ингушетии. Его кандидатуру ранее внес на рассмотрение в Народное собрание региона глава республики Махмуд Али Калиматов. В ходе тайного голосования большинство депутатов приняло решение в пользу Сластянина. Репортаж Светланы Томовой. В повестке 73-го заседания Народного собрания одним из главных вопросов было обозначено утверждение кандидатуры Владимира Сластянина на должность председателя правительства Ингушетии. Выступая перед собравшимися, Владимир Владимирович поблагодарил главу Ингушетии за оказанное доверие и депутатов Народного собрания за конструктивное взаимодействие, которое удалось выстроить за короткие сроки. Также он отметил, что за период временного исполнения обязанностей премьер-министра детально ознакомился с текущей социально-экономической ситуацией в регионе. В течение этого периода были выявлены болевые точки, требующие безотлагательного решения, и сформирован план действий на перспективу с учетом ориентиров, заданных главой Ингушетии. Главная задача, обозначена главой перед правительством, это своевременное и эффективное выполнение мероприятий национальных проектов. Как вы знаете, для реализации указа президента на 2020 год уже подписано 31 соглашение о представлении средств из федерального бюджета на сумму 6,1 миллиарда рублей. В 2019 году мы освоили 5,9 миллиарда рублей на эти цели. Запланировано 153 мероприятия, из них 29 объектов капитального строительства. Особое внимание будет уделяться качеству выполняемых строительных работ и реализуемых мероприятий, и также целевому использованию денежных средств. Путем тайного голосования большинство депутатов приняло решение в пользу утверждения кандидатуры Владимира Сластянина на должность председателя правительства Республики Ингушетия. На основании пункта 7 статьи 76 Конституции Республики Ингушетия и в соответствии со статьей 46 Регламента Народного собрания Республики Ингушетия, Народное собрание Республики Ингушетия дает согласие главе Республики Ингушетия на назначение Сластянина Владимира Владимировича председателем правительства Республики Ингушетия. Подписи председателя, заместителя, секретаря имеются. Владимир Сластянин родился 25 октября 1959 года в городе Самаре. Окончил Куйбышевский политехнический университет. Позднее обучался в Институте переподготовки и повышения квалификации при правительстве Российской Федерации. Начиная с 1984 года занимал должность заведующего отделом Октябрьского районного комитета комсомола. Затем являлся вторым и первым секретарем данного комитета. С 1986 года работал завотделом и первым секретарем Куйбышевского обкома комсомола. С 5 января 1991 года на протяжении 6 лет занимал пост управляющего филиалом Волгокамского коммерческого банка. После слияния вышеуказанной коммерческой организации с КБ «Газбанк» Владимир Сластянин возглавил дополнительный офис
В дальнейшем продолжил работу в банковском секторе в должности вице-президента акционерного общества КБ «Солидарность». Возглавлял Департамент финансового и экономического развития города Самары с 2015 года. В 2016 году занял должность первого вице-мэра Самары, который оставил в ноябре 2017 года. Распоряжением главы Республики Ингушетия от 27 января 2020 года Сластенин Владимир Владимирович назначен на должность временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Ингушетия, первого заместителя председателя правительства. Женат, 2 детей. Председатель правительства поблагодарил всех присутствующих за оказанное доверие. Спасибо за доверие. Я все знания и силы постараюсь приложить на благо людей республики. Как мне подскажете, надо еще сказать военными. Депутаты Народного собрания выразили надежду на позитивные социально-экономические изменения, которые они ожидают в связи с утверждением Владимира Сластенина на пост премьер-министра. Что мы ожидаем от него? Реальные вопросы, которые задавали сегодня депутаты, чтобы экономическая составляющая, чтобы реальный сектор экономики был более развитым, потому что у нас идет большой объем работы по строительству социальных объектов, их расширение, развитие. Но тем не менее, если не будет экономическая поддержка всему этому, их содержать надо. Поэтому есть большая надежда, что он обещал депутатам запустить те предприятия, которые у нас простаивают в республике. Радует то, что он очень хороший экономист, потому что у нас очень много, экономический блок вопросов, действительно, в этой нашей республике, он немножко, скажем так, мягко говоря, не на должном уровне. Но сегодня предложил пути выхода из сложившейся ситуации, поэтому я очень рассчитываю на плодотворную их работу. И самое главное, что говорить можно много и красиво, самое главное, чтобы люди почувствовали эту заботу. С отчетом о результатах оперативно-служебной деятельности за 2019 год выступил на заседании также министр внутренних дел Михаил Коробкин. Он отметил, что по сравнению с 2018 годом рост некоторых преступлений на порядок снизился. 2019 год, особенно его первая половина, для органов внутренних дел республики складывался достаточно непросто. Мероприятия по защите граждан от преступных посягательств реализовывались в условиях нарастания факторов криминогенного риска. Имели место резонансные преступления, появление терроризма и экстремизма, попытки дестабилизации обстановки путем проведения несанкционированных акций. Вместе с тем, несмотря на всю сложность выполнения поставленных задач, контроль над оперативной обстановкой во втором полугодии удалось вернуть и в целом обеспечить. В рамках возможных полномочий в прошедшем году органами внутренних дел республики рассмотрено более 19 тысяч заявлений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. И их число увеличилось более чем на 14%. Это можно расценивать как возросшее доверие жителей к правоохранительным органам. С предложением ввести на территории Ингушетии запрет на оборот бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения, выступил депутат городского совета Назрани Марат Азиев. Действительно, некоторые регионы ограничивают этот продукт только для людей младше 21 года. Но нам кажется, что низкая социальная ответственность продавцов не позволит нам контролировать этот процесс. Поэтому мы предлагаем полный запрет. Благодарю парламентариев за то, что прислушались вместе с нами, встали на защиту детей и приняли данные законопроекты. Баркал. Новый председатель правительства уже официально вступил в должность. Теперь Владимир Сластенин должен набрать новый кабинет министров и пересмотреть структуру правительства. Цель, которая стоит перед ними правительством, в целом улучшить качество жизни населения и приложить все усилия к росту экономики республики. Светлана Томова, Магомед Белакеев. Новости 24. В России ведут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса. В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности. Напомню, на сегодняшний день в стране выявлено больше 180 случаев заражения в 18 регионах за сутки. Все новые пациенты в последние 2 недели находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемическая обстановка. Общее число зараженных в стране 840, 38 человек выздоровели. Но в медучреждениях принимаются меры безопасности по недопущению болезни, ограничили посещение пациентов, везде введен режим масок и санитарной защиты. Жаридат Халухоева испытала на себе. 36,6.
Измерить температуру, продезинфицировать руки и надеть защиту в виде бахил и масок. Такие меры предосторожности стали обязательными для каждого посетителя республиканской клинической больницы. Впрочем, спокойно зайти сюда могут лишь сами медики. Чтобы минимизировать риск возможного заражения, в больнице ограничили посещение больных. Посещение в данный момент по 101 приказу Минздрава Республики Ингушетия ограничения посещений родственниками приостановлено. Чтобы не заразить их самих, для их же безопасности, поэтому и создали же карантин. Ну вот с этим я согласен, врачи правильно поступили. Впрочем, такую сознательность проявляют не все граждане, говорят медики. Некоторые считают такую изоляцию ненужной, а слишком нетерпеливые даже проявляют агрессию и создают конфликтные ситуации. У нас были случаи, когда пытались нас и побить, и оскорбляли. Все это мы здесь терпим, переносим. Очень сложно, конечно, в этом плане. Но мы держимся, стараемся. У нас есть подмога, вся больница с нами, все врачи, все мы работаем коллективно. Коллегиальность соблюдается. В случае необходимости, если есть какой-то больной или родственник, который все-таки настаивает на том, чтобы его посмотрел той или иной специалист, хотя он мог бы пройти это же обследование в условиях своей амбулатории либо поликлиники. Врачи идут навстречу, они спускаются, консультируют, смотрят, объясняют. Ситуация ныне такова, что проще предупредить распространение вируса, чем потом пытаться остановить его победное шествие. Несмотря на то, что очевидного повода нет, профилактика необходима. В мерах безопасности в республиканской клинической больнице даже ограничили всю плановую госпитализацию. Помощь будет оказываться только экстренным больным. Это как экстренная помощь, имеется в виду инсульты, инфаркты, травмы различного характера и острая хирургическая патология, естественно, этим больным с этими заболеваниями будет оказано. Остальных мобильных пациентов по приказу Минздрава маршрутизировали в республиканскую поликлинику. Всего в РКБ около 300 мест. Из них ровно половина коек в экстренном случае могут быть использованы для пациентов, находящихся на карантине. Такую же готовность показывает в Сунжинской районной больнице. Руководство медучреждения сделало объявление населению города и, учитывая ситуацию, предупредило жителей, чтобы приходили в больницу только при крайней необходимости. К большинству больных выезжают на дом, естественно, во все необходимые экипировки. Приготавливаем вот такой набор для обслуживания врача, для того, чтобы он мог защитить себя. В комплект входят перчатки, очки, маска, шапочка и одноразовый халат. С этим, как говорится, формой он едет на дом, осматривает этого больного. Это как бы защита себя и защита, конечно, больных. Под карантином в городе сидят 42 человека. Часть из них уже вышла из домашней изоляции. Врачи регулярно осведомляются об их состоянии по телефону и очень просят в целях профилактики оставаться дома. В случае необходимости к ним приедет карета скорой помощи. Для последних выработан свой алгоритм действий по выявлению коронавируса и дальнейшей тактики в работе с пациентами. Первое, что им предстоит узнать, был ли человек за рубежом. Скорая название. Кашель сухая, влажная. А вы откуда-то приехали или где-то были? При малейшем подозрении на коронавирус для фельдшеров обязательно спецэкипировка. Перчатки, белый комбинезон, на лице не просто маска, а специальная с фильтром для дыхания. Пока надевать ее всерьез медикам не приходилось. Обычные вызова. В такое время у нас это бывает ОРВИ. Как обычные вызовы, ничего такого, чтобы сказать, что страшного, ничего такого нет. Сегодня всем гражданам рекомендовано вести себя наиболее осмотрительно, использовать индивидуальные средства противовирусной защиты, соблюдать гигиену и избегать людных мест. Число заразившихся по всему миру превысило отметку свыше 470 тысяч человек. Количество смертельных случаев составляет около 22 тысяч. Шарадат Хулхоева, Магомед Дидигов, Новости 24. Полпред Юрий Чайка обсудил с рабочей группой координацию действий в ситуации с коронавирусом. Он потребовал от ответственных руководителей максимальной информационной открытости в предоставлении сведений на санитарно-эпидемической обстановке. Сегодня как никогда актуальна система взаимопомощи между регионами Северного Кавказа. Проходят ежедневные совещания с региональными штабами и консультации с федеральным оперативным штабом по предупреждению распространения нового вируса.
Это оперативная информация о ситуации в округе на официальном сайте аппарата Полпреда, и будет она обновляться регулярно. Ну и сегодня Минздрав Ингушетии опубликовал официальное опровержение информации о случае заражения терапевта пневмонией нового типа. Цитата. «Уважаемые жители Республики Ингушетия, Министерство здравоохранения доводит до вашего сведения, что информация о том, что у врача больницы выявлен коронавирус, не подтверждена. Проведенный анализ не подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Просьба ко всем не создавать панику. За распространение недостоверной информации виновные будут привлекаться к ответственности». По состоянию на 26 марта ни одного случая заражения COVID-19 в Республике Ингушетия нет. Об этом пояснила исполняющая обязанности министра Зарема Альянова. Сократилось ли количество людей на улицах региона? Соблюдают ли жители элементарные меры безопасности? Как изменился их привычный образ жизни с приходом угрозы эпидемического характера? Или все как обычно, и никакая зараза нам нипочем? Сотрудники Роспотребнадзора сегодня провели очередной рейд как раз для того, чтобы ответить на эти вопросы. Инспекторы прошлись по общепитам, салонам красоты и заглянули на крытый рынок. Все подробности у Зелимхана Калоева. Коронавируса боитесь? Вы просто один вопрос. Боится? Да. Ну, страхов нагоняют больше. Да? Не боюсь. К сожалению, не все понимают всю серьезность и глобальность проблемы. Несмотря на все предупреждения и просьбы оставаться дома и не собираться в местах массового скопления людей, на рынке фабрика все так же многолюдно. Тех, кто все же боится коронавируса, намного больше. И выходят они из безысходности. Потому что больше некому. Съездил БАС, например. Соси Арциялч. Я знаю, что у меня возраст уже большой, но... Какими-то мерами предосторожности пользуетесь? Ну, сейчас я не могу дышать, когда вот с этой... Маской, да? Маской, да. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют, соблюдаются ли предписанные меры в местах массового скопления людей. Требования просты. Протирать полы, стекла, ручки дверей, поручни специальными средствами. В особой зоне риска салоны красоты. И не только во время пандемии. Кроме коронавируса, здесь можно подхватить любую инфекцию, вплоть до ВИЧ, если не соблюдать элементарных правил. Да, красота требует жертв, но не таких радикальных, которые могли бы стоить жизни. И все это, по-видимому, понимают, учитывая, что клиентов почти нет. Людей стало мало очень. Записи в Инстаграме вообще никак нет. А сегодня вообще много клиентов? Нет, здесь только рабочие наши. Заглянули сотрудники Роспотребнадзора и в еще один салон, где застать никого не получилось. Ни клиентов, ни самих работников. Видимо, уже узнали о массовых проверках. Никого мы, походу, не видим здесь. Опустели и кафешки. Посещаемость, по словам владельцев, упала на 30%. Сейчас многие предпочитают пользоваться доставкой еды. Продавцам-консультантам особенно необходимо быть в защитных масках и перчатках. Правда, застать в такой экипировке так никого и не получилось. Люди, которые будут посещать ваше общественное питание, ваше кафе, да, вы должны их обезопасить. Ваших работников элементарно вы должны обезопасить, чтобы выдать им перчатки, одноразовые маски, закупить в достаточном количестве дезинфицирующие средства, чтобы они обрабатывали, вот именно люди, когда заходят, в первую очередь, что они трогают? Они трогают ручки, столы, все, вот, стойку вашу, да, ваше меню, все, чтобы это подвергалось обработке. Посещаемость торговых центров все так же остается высокой. Людей немало и на улицах. Совершать покупки, ходить за продуктами люди все-таки вынуждены. Продавцы в один голос твердят, частота посещаемости не изменилась. Не знаю, как прежде. Как прежде, да? Да, ладно, прежде. Ничего, никакого изменения нет. А вы боитесь как-то заразиться коронавирусом? Пользуетесь какими-то мерами предосторожности? Конечно, руки моют. Очень даже, очень даже. И сейчас вот с лимоном чай пью. Сотрудники Роспотребнадзора стараются держать ситуацию на контроле и продолжают повторять и просить людей соблюдать простые, но такие важные правила. А что гораздо важнее, в лишний раз не выходить из дома. Обезопасили бы себя, своих близких. И если они выходят, да, чтобы они почаще обрабатывали антисептическими растворами, чтобы они чаще мыли руки, чтобы именно вот где скапливается, да, большая численность населения, да, чтобы они не посещали такие места, чтобы каждый человек, если мы будем с серьезностью относиться к этой проблеме, которая стоит на сегодняшний день у нас в России. С
случаев заболевания в Ингушетии пока не зафиксировано, но тем не менее это не повод расслабляться. Сотрудники Роспотребнадзора за всей ситуацией наблюдают нервно, но не в сторонке, хотя хотелось бы, ведь именно они понимают, насколько опасными могут быть последствия. А медики по всей стране в свою очередь запустили в соцсетях масштабный флешмоб с призывом не выходить из дома. Зелимхан Калоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. Максимальная забота о гражданах в условиях пандемии, особенно защита малообеспеченных и незащищенных слоев населения. Об этом в своем обращении к народу накануне говорил Владимир Путин. Сегодня глава Сунжинской администрации Хаваш Сапралиев навестил нуждающиеся семьи Килоевых и Тумгоевых. Продукты первой необходимости, гаджеты для дистанционного обучения и решение еще ряда вопросов. В репортаже Даны Плиевой. Радость и невольный вопрос, застывший в детских глазах. Кто же эти добрые люди, приехавшие к ним с презентом? Неожиданному вниманию со стороны сотрудников Сунжинской администрации приятно удивилась и хозяйка дома, вышедшая к ним навстречу. Ветхий дом, 8 детей, отсутствие постоянного дохода, плюс хозяин дома перенес 2 операции, из-за чего не может работать. Семейное положение у четы Килоевых непростое. Ситуацию облегчает помощь от администрации. Совсем недавно сотрудники ведомства уже привозили семье продукты и решили снова повторить этот жест доброй воли, сходив в магазин и купив товары первой необходимости. Мука, масло, макароны и, конечно же, сладкие конфеты для 8 непосед, которые вовсю пытаются разобраться с новыми гаджетами и игрой Лего. Я уже собирать держу, а вот опять я чего собирать держу. Вот молодец. Еще одна семья, обрадованная подарками Тумгоевы. Компьютеры, специально настроенные для изучения английского языка, помогут детям, находящимся на дистанционном обучении. Гига, сдалил компьютер? Я зима столчен, алхамдулилlah, делка, тумастухам, я столчен, дяхкна, то есть что внимание уделить, я тагал халвали, хаже шухалары дахкуда, барка полчен. Во второй семье ситуация тоже оказалась непростой. Живут они по временной регистрации на квартире. Единственный доход от хозяйки дома. Работа технички в школе кормит всю семью. Муж по причине здоровья нетрудоспособен. Главная просьба главы семейства – помочь в приобретении земельного участка. Как малоимущая семья, список должен материальная помощь. Ну, 2004 года благотворительная помощь оказывается в рамках вчерашнего обращения президента страны Владимира Путина к народу в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По итогам обращения к нации главы государства, глава республики Махмуд Али Макшаревич Калиматов тоже провел совещание, где нам были всем поставлены определенные задачи по поддержке наших граждан. Особенно был сделан акцент, чтобы мы уделяли больше внимания многодетным семьям, малоимущим семьям, семьям социально незащищенным. В ближайшее время глава администрации по совместительству руководитель местного отделения «Единой России» планирует по линии партии посетить людей пожилого возраста и при случае оказать им всю необходимую помощь. Дана Плиева, Хамзат Халухоев, Новости 24. О том, как следует поступать в сложившейся ситуации, на необходимости поберечь себя и своих близких, о чувстве максимальной ответственности рассказал богослов Алихан Нальгиев. Он также дал комментарий по завтрашней пятничной молитве. عالمناه قرآن سنة بخبة ودين قيكرل جادة ودين وياهج الحمد بخبة ومسبولج ناه ديخردو قيكرلدو زويرس ياهج الحما لوردلر زدارجر لوردلر تهنا ملاح سج وخلياتشي لازر خنوزو سج درب دي ويكرديتي زدايا حدارش تدر كردوي زدايا حدارش تدر ويكر خلرت ويخارني ديقرده ازدرج ملدات سام حدر ازويك دنو يوخ ازويك دال يوخ ازويك بيهمر حقيقات عليه الصلاة والسلام صدق عام نعطاهن قولمي ناهك دجل القيكرل وحز رزبني ماجيش كإمام مج عدد القيكرل دير استاهن ناهك دجل ديشاش ناها ديخر دجل حماجده مالله تشي قولج بوش مهتي تاهنا حال تشاج تحت آخر إيش حنز وعشة تصدق كر نجحسن
حالشة ديلار هموتك جلي والله ترلج دلي والله احتبالي اس حالشة ماربو تعدالت دا تحتتر ماربو تعبالت داق ماجدكش قولج بولناخ وي حنت اخت تهن بياسة ملابه موجج باسنا باقيناخ كزك شين ديغا تمغر دولج دول غريب ناس منك دولج ولسك شوز اتشرل دا دهبا ولج سغ قوشچرل دا دهبان ولج سغ شيچخ سچر حنيالچ دنو سغي سيلوردو تيلوردو رزقلوردو سغي موججلور دنو داق زاميك شينغا دي ان خيتجل سغ صخ سچچن بيخ كزلوي تن مال حد حنيالچ هار سغو حدجل حما تنيغتك حجا مال خبصن نخ سينس خلترلوق سون از خلترلوچ نيا از ددات سون خالص ناهس контакт از كزغي самоизоляция олс эрсиметелалч كزغي داقаст гусолорлу гус янцын мелду қахубыцын сыды ханс доаждос бәрске траворладлы марты лот рузбдадылжы бартпеп ална лот яркут спарыз қоч хулыр барыми хутбаты гадлождылыр рукныш хылздадат хамы имамы дақиқ дежаха цтах цсахт рузбламыз де нахдел қамыз сунты шицалдадылж цсах дақасты болш ханелчы шинлаз дийц хошсаг вақтарлуцчы از شين تخرج وسق دكيا خندع ودي تو كز نسبيخا دي موجل إيشة وسق از دات ضحكي السنة دنيا دعوة ربعان خلط اللجة انظر لزر دس تدها جاغ ديهر ده ناهجة تهن عالنا بياش برتنجها أرع از لزر دولش مهتي حتى أبين سق از لزر حقوشتيان سقط تاشي تا بوزم ليل بابلي واشقي ترستلي تشولج بمشين خلرستلي استن خود مديز حقوشتيالج ارع از دولش ميتر شهر السين ولي از لور جاجلوس ديت دينا لورلوج تا قاستا شي ديكيا واحد شي ديغا يعقل حتو توخت شي ديغ لزر حقوشتال دالت خالت تصوا يعني عالنا ديغردو قيكرلدو ويدنو زياخ خلره تتي ستمب تتي ناخجي جاليو قام ناخه قيكرل دات تهنا بازريز بوش ناهك يم حل احتاج خان ماخشت دهتر استاتيها ماخ تطر سولن ده هدول اخ تسغا حرم خلر تسغا از بركتي تخلر تسغا از بيدني خدوات شخلر تدحو ديغرد شوت قد زيزنيا هاش حماجياش نا حدلشل قمالشتون حديتلن دار ديشاشنا چو قيكرلدو بازريز بوش ناهك بقل زدوقا اتياچو بيت خبات زيمار برك دحد تشن قدول رزقا ومشخان حماجيس سيرت اشتعالنا ديغردو مالا سغون مهتي دال مدحل دي تهنا وي دادج تهنا قمال دي چخان بلغونج وي مخكيات بي مخكيتي اولات نبوق دي مچح ازلي وي نوقد هنا اجدنو يوق زلات نبوق دي بوخم بال چخل خيت شخل ويسك دال قران چح يانتس تده وين خلدز دونين چ مچح دلي هات اومخك تازيت حماج ودايح أخوي تازيت وقت متشها وقت إز دايح ددوات أور لورير إز ماسك يولر إحت خلر إز دات يوليج ملمتي خلر حي ياتش خلش حي شميز حبيل قمدي خوشر إج موحتكش جوا لوري أنا ديغر ده تدها إجر جوا تغن ديغر ملاده دق لزرج ويسن لزرا ويتندلر قزل سيرمتل داعي قابعشي غدي ديش خلر حنا أجدال القرآن شو يوخ استعيذ بالله وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ديك ميلدل شحم جاهي ديلا قير جاهي دائم واشي غديلش قخدل شحم جاهي واشي زي خدل شحم جاهي تق غم ديلش هارني تهنا دي قردق ويتحم تحت الله ترلق يملش دال إزلزر ويمخك ودنيا تر دال ناها زيت سدر جان دوحقد ويهارني إيلي تشحم دأس حنيالش ويداش كخنت اشتتير بالاج وي تاريخ وداريها خانش كحاش ودنين جحو دق ماش كدق بالاش خدال شهرش تيهتج شهرش كبال اختج دق ميهتك شخني مالها كشمش حدق ديهج ويداش قنبلز بالبال از اقيتا ولسق دايستر واقش از ديك يا خلت بلغل ميهتك شخني قي مالها كشمش جاش دين سر حار ول شخنو ونر تشخوص شخنو تهن وي حقلت وين دال نزلز محمد لوردل ديس قيش داي حداش درا دال نزلوا بين قزل واز تورما الر ديجتر زارن مش حندا يحق واشي غودش واشي قخيتم بچو باقش قلوساچن غودش ويدعدش خلچين ديال قخيتم كساتسا استغن يحقس
техникс ма баргуш дуач хыллы баргет своим баргуш дуач толжо зами глазру гидрик дини қирде ахылч сделал игзла атилхи мелчо унзер худуин чахма ва харни илитиш бог бакир лакин холжда цуна или дел игзлуин атилх гёцж ваши қахетими хылы цын дели қейк дал иман тойх кулдуин ална дақиқл ашгдаду лакин холжда ва ваши годи цахам или нигти тодолдуй. В Министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики прошло заседание межведомственных рабочих групп по противодействию идеологии терроризма при Миннации Ингушетии. Главной темой обсуждения на заседании стало освещение мероприятий по профилактике экстремизма на национальной телекомпании и в республиканских печатных СМИ. Также рассматривался вопрос и о проведении акций общественников по пропаганде антитерроризма. В связи с недавними событиями и случаями заражения и распространения пандемии решалось, как будут проводить работы ведомственных групп на 2020 год. На сегодняшний день в связи с тем, что эпидемией коронавируса нет возможности проводить мероприятия, это такие как встречи, собрания с молодежью, с нашими студентами, которые обучаются за пределами Республики Ингушетия, принято решение, что эти мероприятия будут проводиться во втором полугодии. Ну и плюс мы сегодня рассмотрели вопрос о том, чтобы перейти на, как сейчас говорят, дистанционные условия работы. В силу вступили новые правила для автолюбителей. Так, регистрация транспорта проходит теперь без выдачи регистрационных знаков. Это происходит в том случае, если гражданин зарегистрирован в другом регионе. Приобрести знак он может в организации, осуществляющей этот вид деятельности. При этом номер ему будет присвоен с кодом региона, в котором он зарегистрирован. Также, согласно новым правилам, зарегистрировать машину на того, кто не достиг 16 лет, запрещено. Еще одно нововведение касается тех, кто сдает экзамен на получение прав. Проверка, значит, на учебной площадке по первоначальным навыкам управления и потом уже экзамен в реальных дорожных условиях. Вот. Значит, вот этот своего рода первый этап, когда то, что касается проверки по первоначальным навыкам управления, он будет включен вот в этот экзамен, который будет проходить в условиях реального дорожного движения. Вот это то, что будет небольшие изменения. И также будет изменение то, что касается теоретической части, там уже ошибок допускать будет нельзя. Хотел бы обратиться к гражданам, которые еще не обращались за предоставлением государственных услуг сюда к нам в МРЭО, что они могут обратиться за оказанием государственных услуг через портал «Государственные услуги». Вот. И при этом они будут иметь возможность сократить свои расходы в оплате государственной пошлины на 30%. В Магасе открылась новая студия народных танцев «Ритмы гор». Зал хореографии выдержан в национальном колорите. Здесь же открыта выставка декоративно-прикладного искусства. Горской тематикой пропитан каждый уголок. Не хватает только танцоров. Их пока сдерживает вирус. Но организаторы надеются, что по завершении карантина ритм все-таки установится. Идрис Ижиев с подробностями. Новая студия с говорящим названием «Ритмы гор» оформлена в национальном стиле. Горские наряды, оружие и музыкальные инструменты позволят новым ученикам окунуться в историю нашего края. Один из основателей первой в Магасе студии танцев Рамзан Медов сделал акцент именно на патриотической тематике. Ведь ингушская лезгинка прекрасно передает дух и колорит нашего народа. У нас все есть для этого. Мы купили инструменты благодаря грантовому конкурсу. У нас есть балалайка, барабаны, у нас есть гармошка, у нас есть, конечно, и музыкальная аппаратура. Тут, знаете, человек, ему просто прийти, просто научиться. А для этого у нас все есть, все удобства есть. Показывать и рассказывать об истории народа, его буднях и праздниках, о гордых красавицах и храбрых воинах через язык танца. Программа «Юности гор» будет состоять не только из ингушских танцев, но и других народов Кавказа. Представители Министерства культуры возлагают большие надежды на новый проект. Ведь танцы – хорошая возможность приобщить население к национальной культуре. В последнее время
Особенно становится актуальна пропаганда и национальных обрядов, традиций, которые никогда не теряли, конечно, актуальности. Но в последнее время, особенно на фоне происходящих событий, это приобретает особый смысл и значение. В честь открытия Ассоциация ремесленников Ингушетии представили художественную выставку в стиле «Горная Ингушетия». На нескольких столах представлены картины, скульптуры и сувениры, вырезанные из дерева. Организаторы уверены, такая выставка придаст новой студии ингушский колорит и привлечет новых людей. Стараюсь сделать акцент именно на национальный мотив, поэтому любой присутствующий, любой гость может увидеть, посмотреть то, что ему будет интересно. Танец – часть культуры, которую надо знать, где демонстрировать. Новая школа позволит людям не только обучиться горским танцам, но и окунуться в историю родного края. К слову, преподавательский состав уже сформирован, так же, как и первая группа. Мы будем обучать детей от 5 и старше лет. Есть у нас профессиональные хореографы, которые ставят красивые танцы, не только наши ингушские, но и грузинские, кабардинские, дагестанские, чеченские танцы. Хореографы у нас очень профессиональные, которые могут донести до каждого ребенка, что представляет из себя танец. Проект пока на стадии зарождения. Начало положено, а с недостатком учеников проблем не возникнет. Ведь «Ритмы гор» открыты для всех желающих. Студия будет не просто школой танцев, но и настоящей визитной карточкой города. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и берегите себя.